Будем сегодня сидеть в зале и наслаждаться вашим искусством от всего сердца, от души. Это не отчет хора Пятницкого, это сегодня мы все отчитываемся перед страной, что мы есть, что мы живы, что народное искусство не умерло, что оно существует, что мы бережем традиции, что мы их развиваем. Вот это самое главное. И, наконец, что мы дружим. Государственный академический хор имени Пятницкого. Казалось бы, какое отношение имеет этот прославленный российский творческий коллектив к Чеченской Республике? Самое прямое. И свидетельством этому является, к примеру, такой факт. На торжества, посвященные столетию этого знаменитого хора, которые состоялись 9 марта в Москве, были приглашены представители чеченской культуры. Удостоился этой чести государственный ансамбль танца «Войнах», ставший своеобразной визитной карточкой всего Северного Кавказа. Ребята, всем вам низкий поклон от хора Пятницкого. Будет у вас юбилей. Мы приедем, прилетим, приплывем, приползем в конце концов. Спасибо вам за все, мои дорогие. Всем настроения, всем удачи, ребята. Всего вам самого-самого-самого доброго. Дружба ансамбля «Войнах» и хора Пятницкого имеет добрую и длительную историю. Именно ведущий хореографический коллектив республики много лет назад выстроил культурный мост, связавший Москву и Грозный. Не раз танцоры «Войнаха» и артисты хора Пятницкого выступали на одной сцене в совместных концертах. Это происходило на всероссийских фестивалях, различных торжествах по случаю празднования знаменательных государственных дат, в том числе и за пределами страны, как, например, в июне прошлого года в Париже на концерте «Созвездие России». Среди множества участников дружеской симпатией друг к другу прониклись именно эти два ансамбля. Что могло их объединить? Прежде всего, конечно, любовь к народному творчеству. Хор Пятницкого на протяжении века бережно хранит и пропагандирует традиции русского хорового пения, доводя его до совершенства. А «Войнах» исполняет национальные танцы, в которых выражена душа, менталитет и культура народа. Кроме того, хор имени Пятницкого не понаслышке знает о Чеченской Республике. Прославленные артисты в предыдущие годы побывали в Грозном, на юбилеях ансамбля «Войнах» и министра Чеченской Республики Дикалу Музакаева. Им так понравилось нашей республике, что московские гости выразили надежду на очередную встречу в Грозном. Напишу телеграмму Рамзану Ахматовичу и скажу: хотим в Чечню. Хочу в Чечню. И будем просить, пожалуйста, помогите организовать гастроли в Чечню. А мы с удовольствием приедем. Я была в шоке от того, как восстановили город, как стало все красиво у вас спокойно. Вы очень добрые, вы так встретили нас. Просто низкий вам поклон за то, как вы встретили и как у вас хорошо по-домашнему. Вот мы чувствовали себя как дома. Спасибо вам огромное. У нас разное творчество. Мы представляем русскую культуру, представляете чеченскую культуру. Но мы все равно, наверное, едины, правда? На Кавказе есть же и другие ансамбли танца. Вот. Я люблю вас. А мы любим вас. 100 лет тому назад знаток и собиратель народной музыки и песен Митрофан Пятницкий привез в Москву из нескольких губерний России небольшую группу крестьян, чтобы дать первый концерт крестьянского хора на малой сцене Благородного собрания, ныне колонного зала Дома Союзов. Состоялось это событие 17 февраля 1911 года. По счастливой случайности выступление хора в этот день услышали знаменитые музыканты – певец Федор Шаляпин и композитор Сергей Рахманинов, благодаря которым коллектив очень быстро стал популярным в Москве. Первые концерты ныне известного на весь мир коллектива состояли из былин исторических песен, причитаний плакальщиц и хоровых песен с сопровождением старинных инструментов, таких как гусли, жалейки, лиры. В 1927 году, после смерти Митрофана Пятницкого, хор получил его имя. Сегодня этот ансамбль – один из самых известных российских коллективов, исполняющих русскую народную музыку. Репертуар хора разнообразен – от народных песен, частушек и припевок до вокально-хореографических сюит и композиций.
Праздничные мероприятия в честь юбилея начались 1 марта с сольным концертом хора на сцене Государственного Кремлевского дворца. В этот день коллектив принимал поздравления со всех уголков страны, в том числе и от президента Российской Федерации Дмитрия Медведева. А концерт, состоявшийся 9 марта, прошел под условным названием «Нас поздравляют». Главными участниками в этом торжестве были уже не юбиляры, а гости. На сцене зала имени Чайковского выступали известные артисты. Это Иосиф Кобзон, Надежда Бабкина и, кроме того, 30 лучших творческих коллективов страны, таких как ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, ансамбль «Березка», Государственный академический народный оркестр имени Осипова, Кубанский казачий хор, ну и, конечно, Государственный ансамбль «Вайнах», который исполнил танец «Даймок» «Родина». Когда столько коллективов приезжает, надо на уровне показать себя. Естественно, у нас начало концерта Вайнаха всегда начинается с танца «Даймо». Он знаменателен тем, что мы и девушки, и парни выдают то, что у нас есть. Нашу красоту, девочки, лирическую часть, мужчины, как, естественно, азарт, джигитовку, чтобы вот эту красоту совместить и показать правильно, чтобы одним танцем, чтобы люди поняли, какая красивая у нас республика. Дружба московских и чеченских артистов имеет большое значение, выходящее за рамки культурного сотрудничества. Руководство страны, в частности президент Дмитрий Медведев, в последнее время держит под пристальным вниманием межнациональные отношения в России. И это не случайно. Как убеждает печальный опыт последних лет, от взаимоотношений между разными народами Российской Федерации зависит общественный климат и, в конечном счете, безопасность страны. А через культуру и искусство легче всего протянуть дружественные узы от сердца к сердцу. Хор имени Пятницкого объездил весь мир. С их искусством, с их уровнем профессионального мастерства считается весь мир искусств. Естественно, нам за честь принимать участие в таких мероприятиях, знаковых мероприятиях культурной жизни таких знаменитых коллективов России. Ансамбль «Вайнах» всегда это делал. Ансамбль «Вайнах» будет продолжать эту политику интеграции культур через российскую культуру, мировую культуру. Мы этим занимаемся с первого дня очередного восстановления коллектива ансамбля «Вайнах» с 2001 года. Ансамбль «Вайнах» принимает участие во всех знаковых мероприятиях Российской Федерации, форумах культуры. И мы эти темпы будем увеличивать и качество будем совершенствовать своего мастерства, чтобы мы на таких мероприятиях выглядели достойно, то есть достойно представляли лицо Чеченской Республики. Домой артисты ансамбля «Вайнах» вернулись с хорошим настроением и чувством выполненного долга. Выступление на сцене зала Чайковского прошло на высоком уровне. Очень понравилось и зрителям, и виновникам торжества. После возвращения из Москвы именитый чеченский коллектив посетил столицу Иордании Амман, где наши танцоры приняли участие в празднике по случаю открытия парка имени Ахмад-Хаджи Кадырова и улицы, названной в честь главы республики Рамзана Кадырова. Зрители, среди которых большинство были наши соотечественники, по разным причинам находящиеся в этой стране, с восторгом приняли наших танцоров и благодарили их за приезд. Впрочем, наши танцоры привыкли к успехам и у себя дома, и на выезде. С удовольствием они вспоминают о горячем приеме своих поклонников, среди которых и президент страны. Мне понравился концерт, который состоялся в 2008 году в Кремле, в Александрском зале. Это было правительственное мероприятие. Было очень приятно, когда президент России написал благодарственное письмо на имя нашего президента о том, что
что мы были на вершине. Да, ему очень понравилось наше выступление. 21 марта во Владикавказе прошел концерт дружбы, в котором, кроме ансамбля «Войнах», представили свои лучшие танцевальные композиции государственные ансамбли Республики Северная Осетия Алания-Алан и Республики Адыгея Нальмес. Цель концерта – пропаганда дружеских отношений между регионами. В апреле этого года подобный концерт состоится в Адыгее, а в мае эти же участники выступят и на чеченской сцене. Подобные акции немало дают в укреплении единства и согласия между народами. Культурная дипломатия – это мощный фактор гармонизации межнациональных отношений, и ансамбль «Войнах» с полной уверенностью можно назвать послом мира и дружбы.